Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение сегодня с пастором Топе. И пастор Топе, как ваше знакомство с Франкфуртом? Да, знакомство с Франкфуртом было очень интересно. Во-первых, нужно было сначала найти, где жить. Да. Потом нужно было, поэтому мне пришлось много туда ездить. И я не знал вообще устроиться, потому что мы приехали, эти пастора нам помогали там устроиться на Востоке. А тут нам самим надо все делать. Страна новая. Да, я даже не знаю эти все порядок. И езжу, нахожу уже какое-то место, и дом или квартира. А потом приходит хозяин, надо, чтобы он узнал вообще, есть ли у меня зарплата там вообще. Хозяин даже да? Да, хозяин очень у меня выяснил, у меня есть вообще регулярно, я должен ему показать, что у меня есть регулярная зарплата там. Что сможете платить за... Да, с кем я работаю, есть ли гарантия, что я вообще буду там дальше работать, они могут, вот это все. А потом я думаю, окей, мы договорились, пожали руку, что окей, это нам подходит, а потом... Оказывается, что он еще должен посмотреть, если вообще он меня возьмет или не возьмет. То есть он может на меня так посмотреть. И просто не понравится и все. Вот. Это что значит другую страну жить? Кто-то сейчас сидит в Украине, думает, что здесь сложная жизнь, надо переехать куда-то. А оказывается, везде есть свои нюансы. Свои сложности, да. Вот, и Бог так устроил, потому что и каждый раз я езжу, это минимум 100-150 евро. Мне только надо потратить на дорогу, чтобы только ехать и посмотреть вообще. Вот, и Бог так устроил, что я смотрю в интернете, я нахожу один дом, который уже подходит. Дом или квартира? И то и квартира, единственное, что мы могли найти, который это был дом вообще. Да, самое интересное. Ну, может, Бог как раз. Да. Вот, и я приезжаю, это, оказывается, он врач. Вот, и как только он узнал, что мы врачи, он даже уже ничего не смотрит, ни документы, никаких вопросов вообще. И мне сказал, все, значит, вот это надо взять. Хотя мы хотели что-то дешевле, но подумали, слушай, я буду ездить каждый раз по 150, по 200 евро, а тут Бог открывает дверь, не спрашивает ни документы, ничего. И это облегчило наш переезд. То есть то, что вы врачи с женой, это, получается, Бог использовал это тоже? Это Бог использовал это. То есть это не случайно, когда Бог призывал людей на служение в Новом Завете, Он всегда призывал людей, у кого есть профессия. Да, пастор. Кто уже чем-то занимается, у кого есть какая-то специальность. То есть то, что у человека в руках, специальность и так далее, всегда пригодится. Да, это... Потому что некоторые люди думают, зачем учиться, я буду же проповедником. Но все равно ты же учился, и несмотря на то, что стал пастором, даже и не успел служить, но работать врачом, но Бог все равно это использует. Даже до сих пор, если я говорю, если я куда-то прихожу, я говорю, что я врач, уже другое отношение. Потому что это общество, которое, и, наверное, они больше обращают на внимание на то, что человек уже сделал. Поэтому, если я появляю, что как обыкновенный человек, это одно обращение. А как только говорю врач, все, уже другое сразу обращение. И отношение другое, и все другое. Да. То есть, короче, вы переезжаете? Да. Мы переехали, и, конечно, надо сказать, что этот один главный пастор, помните, Экехад, он, который возглавлял эти африканские движения и других интернациональных пасторов там, он нам помог тоже, потому что я ему могу звонить, там, задавать вопрос, и даже некоторые объекты, некоторые дома, квартиры, он со мной ездил на своей машине, меня возил, чтобы смотреть, поэтому это надо, конечно, отметить. И он потом нам помог с тем, чтобы мы тоже сняли помещение для школы. Вот в этом университете, это он мне подсказал, что я могу туда пойти. То есть в Германии позволяет вам снимать
университет, да, для библейской школы. Ну, вы же знаете, что там это капитализм, поэтому деньги играют роль. Их нужно платить. Да, конечно, из-за того, что мы очень много знаем сейчас, мы бы сняли что-то другое и намного дешевле, и мы смогли бы сохранить много денег. Это то, что мы сейчас знаем. Но тогда мы не знали просто. Просто во многих странах, они в институте или в университете могли бы не позволить. Как религиозные организации. Им все равно, лишь бы платить, потому что это целый отдел, который занимается арендой вообще помещения. Да. Другое дело, что уже это помещение там, мы вынуждены были найти другое, потому что хотели его в библиотеку превратить. Да, и это нам на пользу было, потому что мы платили много. Это не, по сравнению с Франкфурт все равно чуть-чуть дешевле было. Да, но из-за того, что они решили библиотеку, нам нужно было найти другую. И мы стали искать и нашли намного дешевле. Сколько населения людей в Франкфурте живет? Во Франкфурте 650 тысяч живут людей. Но такой город, который знаменитый на весь мир, но очень даже удивительно, что это миллионный город. Не, это все так думают, что Франкфурт, смотрите, как просто административное разделение, она вот так сделала, что Франкфурт 650, но зато вокруг него живут в том районе, куда Франкфурт принадлежит, где-то 1,5 миллиона. Это называется Райн-Майн. И Франкфурт там как главный центр. Земля, да? Как главный. Нет, это не земля, но это район, это вот. И с 1,5 миллиона живут, а Франкфурт главный город. 650 Получается, что всего за где-то больше 2 миллионов, да? Можно сказать, до 2 миллионов можно сказать, до 2 миллионов. Да. Вот. А Франкфурт просто знаменитый, почему? Потому что вообще... Да, не только аэропорт, но вообще это Франкфурт должен был быть первой столицей вообще Германии. Вообще, да. Вот. И потом сейчас оно еще сделано знаменитым, потому что с одной стороны единственный город, где эти небоскребы во всей Германии, и еще самое главное, его сделали столица финансовой Европы. Всей Европы, да? Поэтому очень много иностранных компаний заехали туда, очень много иностранцев заехали, то из разных стран. И очень много банков. Очень богатый, считается. Очень богатый город считается, да, сейчас в Германии. Да. Если сравнить, конечно, с другими, да. Мы бы не думали, что он такой богаче, чем Берлин, допустим. Берлин это бедный город. Серьезно, да? Берлин это просто столица. И все? Все. Да. Берлин, если я не ошибаюсь, по данным, которые я имел недавно, даже город, который даже имеет долги вообще-то. Понятно. Да, ну что ж, мы с вами продолжим эту передачу завтра. Благословляем вас, друзья. С Богом до завтра.